кручу, а хозяев нет, на пустыне дымится свет. Ребята, мир поднимайте, кручу на рате выезжайте. Ты о пожаре услыхал, скорее об этом дай сигнал. Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер 100. Здравствуйте, мои друзья, рада видеть всех вас я. Собрались не зря сейчас, есть у меня для вас рассказ. Дед с бабой жили, не тужили, внучат своих сильней всего любили. Те часто в выходные приезжали, а старики их вкусно угощали. Однажды дед спросил бабусю: Чем угостят внуча? Бабуля ответила: Колобка зеплюя, уж он понравится сполна. пошла в кладовку, где нашлась мука, сметану не забыла положить и замесила чудо колобка. Осталось только печку затопить.
А этот предупреждающий знак поможет не забыть нам правила обращения с электрическими приборами.
станет вита. Для этого мы оставляем еще один предупреждающий знак. Спасибо, медведь, садись. Здравствуй, милый колобок. Твоя песенка прекрасна. Мне сороки рассказали, как вы ребятам помогали. Вас за это я хвалю, наградить я вас хочу. Я работник пожарной охраны. Вами будем мы гордиться всегда. Если б ребята не помогали, справился с горем, бедою едва ли. Большое спасибо я вам говорю, и вам на память я знак подарю. Это очень важный знак. Помните, огонь друг, огонь враг. Крепко помните, друзья, что с огнем шутить нельзя. Днем и ночью, утром рано, вся пожарная охрана. Если что вдруг загорится, к нам на помощь быстро мчится. Крепко помните, друзья, что с огнем шутить нельзя. А сейчас, дети, споем песенку о пожаре. Становись.